Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах дня. С чем связан рост заболеваемости коклюшем? Как проходит лечение и почему в республике отсутствует коллективный иммунитет? Создание электронного каталога, оцифровка редких изданий и рукописей в Нацбиблиотеке подвели итоги работы. Состоялась церемония награждения призера 3-го международного шахматного турнира «Единый мир» Тристана Кварацхелия. В Народном собрании состоялось заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором обсуждалась ситуация на топливном рынке Абхазии. На заседание были приглашены первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Узган и представители топливных компаний. В ходе встречи депутаты заострили внимание на взаимодействии соответствующих министерств Абхазии и России по данной проблеме и возможности ее решения на уровне межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Приглашенные представители топливных компаний выразили неудовлетворенность складывающейся ситуацией и объемом нарастающих проблем в данной стратегически важной для республики сфере, а также возможной монополизации топливного рынка. Депутаты приняли решение, что и в дальнейшем будут контролировать решение имеющихся проблем и выразили готовность оказать содействие на уровне парламентского взаимодействия с коллегами Федерального собрания Российской Федерации. В это время на площади Багапша собрались сотрудники топливных компаний, которые ожидали результатов встречи в парламенте. После заседания к собравшимся вышел министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, который сообщил, что в этот вторник президент Абхазии Аслан Бжаня планирует выехать в Москву для решения топливного вопроса. Вместе с президентом в столицу России отправится и Джансух Нанба. Во вторник планируется выезд президента Республики Абхазия в Москву вместе со мной. Данный вопрос в ряду не менее важных государственных вопросов будет обсуждаться с высокопоставленными должностными лицами Российской Федерации. Вопрос, принятый правительством Российской Федерации в рамках вневедомственных, так скажем, межведомственных контактов, на данном этапе уже не решается. В Кабмине состоялась встреча премьер-министра Александра Анкваба, первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, вице-премьера, министра экономики Кристины Узган с представителями топливного рынка. Предприниматели высказали свою позицию по поводу установления исключительного права экспорта нефтепродуктов за компанией «Роснефть». По их мнению, определение монополиста негативно влияет на ряд вопросов, а также лишает участников бизнеса конкурентоспособности. Озабоченность предпринимателей разделяет и руководство Абхазии. Представители компании вновь были проинформированы о действиях правительства в связи с возникшей ситуацией. Как заявил на встрече Александр Анкваб, руководство республики прилагает все усилия для разрешения проблемы. В начале предстоящей недели абхазская сторона намерена провести в Москве ряд встреч по данному вопросу. Как отметил премьер-министр, результаты предстоящего визита будут доведены до общественности. Продолжаем выпуск. Премьер-министр Александр Анкваб принял руководителя Духовно-православного центра «Вятский посад» Геннадия Цуркова и главу Абхазской православной церкви Виссариона Аплия. Обсуждались перспективы сотрудничества, направленного на сохранение и приумножение православных и в целом культурных традиций. Геннадий Цурков рассказал о реализуемых проектах и социально значимых мероприятиях центра. Стороны обсудили участие абхазских творческих коллективов в фестивалях, проводимых Вятским посадом. 36 преступлений зарегистрировано в Сухумском районе в прошлом году. Из них раскрыто 32 преступления. Об этом министру внутренних дел Роберту Киут доложил начальник УВД по Сухумскому району Рустам Бжаня в ходе совещания по итогам прошлого года. За отчетный период в Сухумском районе произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. Погибло 3 человека. Подробнее в материале пресс-службы МВД. В рамках проведения отчетно-плановых совещаний по городам и районам республики министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут заслушал отчет начальника ОВД по Сухумскому району полковника милиции Рустама Бжани.
В совещании также принял участие первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба, глава района Алхаз Читанава, представители районных прокуратуры и отдела СГБ. Бжани доложил руководству о том, что за 12 месяцев 2023 года на территории Сухумского района зарегистрировано всего 36 преступлений. Из них 32, если процентов взять, 88,9 раскрыто. А по сравнению с аналогичным годом было зарегистрировано 40 преступлений. Из них было раскрыто только 35. То есть намечается тенденция на уменьшение на 4 единицы преступлений. По результатам работы отмечается рост тяжких преступлений. В этом году, за отчетный год, зарегистрировано 12 преступлений, из них 9 раскрыто. В процентном соотношении 75. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано было 11, из них было раскрыто 8. На сегодняшний день у нас такие виды преступлений: это покушение на убийство, тяжкие телесные повреждения, поджоги, кражи, грабежи, разбой одиночным, незаконный оборот оружия, незаконный оборот наркотиков и прочие преступления, которые были зарегистрированы за весь отчетный период. Согласно отчету, снизилось количество преступлений против жизни и здоровья граждан. В структуре преступности против собственности определяющее место принадлежит кражам. Их за 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 2 против 1 за аналогичный период прошлого года. Наблюдается снижение преступности по таким видам преступлений, как хищение оружия и боеприпасов, хулиганство, незаконный оборот оружия, незаконный оборот наркотических средств. Проводились работы к привлечению к ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, в результате которого было выявлено 8 преступлений уголовного характера. Из-за незаконного оборота было изъято 22,487 граммов метадона, 1 килограмм 235 914 граммов каннабиса, то есть марихуану, 12,6 граммов прегабалина, 2,243 грамма мефедрона. Генерал-майор милиции Роберт Кьют назвал работу в части борьбы с незаконным оборотом наркотических средств неудовлетворительной. Министр поручил ОВД по Сухумскому району проработать план мероприятий с СУКОН МВД Республики в целях улучшения показателей. Но в этом направлении вам необходимо усилить работу. Вот скажу вам так, наверное, с учетом географического расположения вашего района, да, вот здесь очень большое количество закладок. Буквально недавно, тебе тоже на днях звонил, практически весь Сухумский район усеян закладками. Сумасшедшее количество. Куда не поедешь, везде только одно и говорят, что вот в нашем районе, везде, в каждом селе здесь это происходит. Я считаю, необходимо как-то проработать план мероприятий, может, совместно с СУКОНом или вообще в целом по району нужно эту тему почистить. И вот эти цифры, когда вот здесь я считаю, что за употребление в течение года было сюда доставлено 64 человека, с учетом наличия такого количества наркоманов, бегающих и рыскающих в районе, это очень маленькое количество. Я считаю, что в этом направлении вам необходимо поработать. За отчетный период сотрудниками отдела уголовного розыска УВД было проведено 323 профилактических мероприятий. В 2023 году на территории Сухрайона зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествий против 20 в 2022 году. В результате ДТП погибло 3 человека против 1 в 2022 году. 43 человека получили ранения различной степени тяжести против 39 в 2022 году. Основная часть ДТП совершаются практически на 91-95 километре республиканской трассы Псоу-Ингур в селе Верхняя Шера Сухумского района. В этом направлении министр Роберт Кьют также поручил усилить работу. 3 человека погибших против 1 в прошлом году – это нехороший результат. Денис, это что у нас сегодня большая проблема и в городе Сухум, и мы как-то решили, чтобы в окраины города Сухум вы взяли на себя. Так работа ведется сейчас в настоящее время? Да, потому что вот я считаю, что так это будет более эффективно, но ситуацию под контроль нужно взять. В 2023 году отделом милиции велась активная работа в части борьбы с незаконной добычей криптовалюты в Сухумском районе. Было выявлено 10 новых майнинг-ферм. Все они обесточены. Изъято 196 аппаратов по добыче криптовалюты. Министр Роберт Кьют поручил активировать работу в этой отрасли, отметив, что от нее напрямую зависит энергетическая безопасность страны.
Двое граждан Таджикистана и гражданин России задержаны сотрудниками МВД по подозрению в торговле наркотиками на территории Абхазии. Изъято наркотическое средство в особо крупном размере. Детали в оперативной съемке МВД. Двое жителей Республики Таджикистан и гражданин Российской Федерации задержаны сотрудниками ОКОН МВД Абхазии. В установленном законом порядке задержанные были подвергнуты процедуре личного досмотра, в ходе которого у гражданина Наджмединова Тимура Сайфулоевича 2002 года рождения сотрудниками милиции обнаружены изъяты заизолированные синие свертки с белым порошкообразным веществом внутри в количестве 91 штуки, а также банковские карты, личные документы и 2 сотовых телефона. В ходе личного досмотра второго гражданина Фатоева Хусейна Махмудшоновича 2003 года рождения в носимой им обуви обнаружено изъято 57 аналогичных свертков, сотовый телефон и документы на его имя. Данные граждане сотрудниками ОКОН были задержаны в селе Дзыгута Сухумского района по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбытии наркотических средств путем так называемых тайных закладок на территории Республики Абхазия. 39 аналогично упакованных свертков с белым порошкообразным веществом внутри, сотовый телефон и банковские карты обнаружены при личном досмотре Махмадизода Шухрата Ниматула 2005 года рождения. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении вышеназванных лиц сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии при обследовании различных участков местности в городе Сухум по улице 2-я Тоннельная с участием задержанных и граждан, приглашенных в качестве понятых, обнаружены 6 потайных мест, из которых изъяты свертки с наркотическим веществом, уже подготовленные к реализации. Граждане Наджмединов, Фатоев и Махмадизода, действуя по предварительному сговору между собой и с неустановленным следствием лицом под псевдонимом Далер, выступающим в роли координатора с целью личного материального обогащения, используя координаты геолокацию, переданные последним через мобильное приложение WhatsApp, незаконно приобрели с целью последующего сбыта наркотическое средство метадон. Общая масса наркотического средства, изъятая у задержанных, согласно экспертной справке, составила свыше 188 граммов, что является особо крупным размером. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в соответствии с пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит Следственное управление МВД Республики. Злоумышленники решением суда города Сухум заключены под стражу. 691 человек переболел коклюшем в Абхазии в прошлом году. Первое место по заболеваемости занимают Сухумские и Гудаутские районы. Есть случаи, когда врачи борются за жизнь самых маленьких пациентов, ведь коклюш – это тяжелая, быстро распространяющаяся инфекция. С чем связан рост заболеваемости, как проходит лечение и почему в республике отсутствует коллективный иммунитет, выясняла Гукут Савардания. Сухумская инфекционная больница. Самому младшему пациенту, который сегодня проходит лечение в медучреждении, всего 2 месяца от роду. Но побороться за жизнь ему уже пришлось. Коклюш – одно из самых опасных заболеваний для малышей. Опасность в том, что новорожденные дети в силу хрупкого организма не могут полноценно кашлять, и ребенок может просто перестать дышать. Специалисты отмечают, тяжелее всего коклюш переносят непривитые дети в возрасте до года. У нас были пациенты до месяца, 17-дневные, 15-дневные детки, лежали болеющие коклюшем. Болезнь в таком возрасте протекает крайне тяжело. Сопровождается удушающим кашлем спастическим, сопровождающимся у таких маленьких детей остановкой дыхания. И имеет крайне неприятные для них последствия, то есть отражается на легких, на головном мозге, появляется гипоксия. Многие дети нуждаются в дотации кислородом, то есть подключаются на аппарат, который подает им кислород через назальный катетер или масочку лицевую. В среднем у нас постоянно на стационарном лечении находится 7-8 больных деток. По словам врачей Сухумской инфекционной больницы, вот уже более года они не помнят дня, когда бы у них не проходили лечение больные коклюшем дети. Даже были случаи, когда ребенка при поддержке Минздрава Абхазии приходилось вывозить за пределы республики. У нас нет отделения интенсивной терапии и реанимации на базе нашей больницы.
И тяжелые дети, которые становятся реанимационными, они выезжали за пределы Абхазии. Коклюш – это быстро распространяющаяся воздушно-капельная инфекция, и поэтому болеют семьями как непривитые родители, так и их непривитые дети. Детей с более легкой формой течения отпускают домой, прописав препараты. На первоначальном этапе проводится ПЦР-диагностика. Если дети обращаются в первые дни заболевания, анализ берется, ПЦР-диагностика, она готовится в течение 2 дней. Но для коклюша есть комплекс таких ярких проявлений. Мы предварительно выставляем диагноз, назначаем лечение, берем анализы, которые также подтверждают наш диагноз, и уже дожидаемся ПЦР-диагностики. За 2023 год коклюшем в Абхазии заболел 691 человек, из них 40 взрослых. По словам главного санитарного врача страны Аллы Беляевой, это очень высокий показатель, и ситуация крайне неблагополучная. Ведь в 2022 году было всего 5 случаев заболевания коклюшем. Из-за массового отказа от вакцинации в республике отсутствует коллективный иммунитет. Ситуация связана с тем, что люди не прививают своих детей. Коклюш – это вакциноуправляемая инфекция. Если привиты все те, кто могут быть привиты, если популяционный иммунитет составляет 95%, то заболеваемости коклюшем просто нет. Из 95 упомянутых процентов, которые нужны для выработки коллективного иммунитета, на сегодняшний день в республике привиты только 20% населения. Массовый отказ от прививок люди объясняют своими переживаниями по поводу осложнений от вакцины. Причем самые разные отговорки, начиная от того, уже много раз дискутировали на эту тему, что прививки вызывают аутизм. Доказано, что они его не вызывают, просто в тот возраст, когда идут наибольшее количество прививок, примерно в том же возрасте возникают первые симптомы аутизма. Прививай ты его, не прививай ты его, результат будет одинаков. А дальше наши граждане, еще одна отговорка, что мы не знаем какие-то вакцины, хотя те вакцины, которые у нас идут бесплатно, в той же России люди приобретают эти вакцины за свои деньги. Больше всего родители переживают по поводу современных обновленных вакцин, считая, что они не могут заменить советские. Однако, по словам специалистов, бояться нечего. Они изготовлены по тому же методу. Советская вакцина была достаточно тяжелой. Для ребенка первых месяцев жизни за счет именно коклюшного элемента там использовалась убитая цельная бактерия коклюша. И из-за этого она переносилась достаточно тяжело. Нынешняя вакцина, там уже не цельная бактерия, а именно кусочек вырезан, тот, который отвечает за формирование иммунитета, и она переносится легче, чем советская. Притом методика создания этих вакцин не новая. Это не те вакцины, которые использовались за рубежом против ковида, новейшие, неиспробованные и так далее. Эти вакцины уже используются десятилетия. А многие родители считают подъем температуры после вакцинации осложнением. Нет, это не осложнение. Ребенок вырабатывает иммунитет. И, соответственно, организм реагирует на это температурой. Осложнением, опять-таки, родители считают то, что произошло через месяц, через 2, через 3 после. Опять-таки, осложнением считается то, что произошло в первые 3 дня после вакцинации. Вот здесь можно связать. Но если у ребенка развился какой-то процесс не в месте введения вакцины, а через несколько месяцев, то, скорее всего, не имеет отношения к вакцинации. Сделать прививку можно в любой районной поликлинике бесплатно. Перед вакцинацией врач-педиатр обязательно проверяет, есть ли у ребенка противопоказания. Вакцины, по словам специалистов Минздрава, достаточно. На все препараты есть сертификат происхождения этого товара. Более того, на каждом этапе хранения товара, температурный режим и так далее, это все соблюдается, существует двойной контроль.
Сертификаты, в том числе, если это зарубежные препараты, они также имеются. Более того, они тех же серийных партий, что используются и в зоне Европейского Союза и так далее. Собственно говоря, по российским вакцинам также нету никаких вопросов. Естественно, существуют все сертификаты качества. Более того, хотелось бы подчеркнуть, что эти вакцины сделаны на основе старых, имеющихся советских стандартов производства этих препаратов. Отсутствие коллективного иммунитета – серьезная проблема, которая может привести к росту и других инфекций. Выходом, по словам медиков, является вакцинация, которая помогает избежать сотни летальных случаев и эпидемий. Специалисты призывают прислушаться к их мнению и защитить себя и своих близких от опасных заболеваний. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Создание электронного каталога, оцифровка редких изданий и рукописей и другие важные мероприятия. В Национальной библиотеке имени Ивана Попаскир подвели итоги работы за 2023 год. На отчетном собрании была и наша съемочная группа. Национальная библиотека – общедоступное культурно-просветительское и научно-информационное учреждение с многоотраслевым библиотечным фондом. Библиотечное обслуживание пользователей – центральное направление деятельности и важнейшая функция библиотеки. Подводя итоги прошлого года, заместитель директора по научной части Амза Агарба выделила такие достижения, как создание электронного каталога и оцифровки редких изданий и рукописей. На сегодняшний день автоматизированы многие процессы библиотечной работы. Важнейшую роль среди новых информационных подсистем библиотеки играет электронный каталог. Именно электронный каталог открывает быстрый и качественный доступ к информационным ресурсам библиотеки. Электронный каталог Национальной библиотеки ведется в соответствии с правилами программного обеспечения АБИС-ИРБИС, с библиотечными правилами описания, инструкциями по вводу, в соответствии с российскими правилами каталогизации с межгосударственным стандартом ГОСТом 2018 года. За 2023 год в Национальную библиотеку поступило 4567 экземпляров книг. Все книги введены в электронный каталог, и на каждый документ распечатано необходимое количество каталожных карточек и индикаторов. Здание Национальной библиотеки было капитально отремонтировано в 2015 году. С этого времени все содержимое книгохранилища находится в первичном состоянии. Также сохраняется профессиональный уровень специалистов, проводятся различные повышения квалификации за рубежом. К примеру, в прошлом году 2 сотрудников учреждения прошли онлайн-обучение в России, отмечает директор библиотеки Борис Чалария. Они ездили еще, работали в режиме онлайн на местах, а потом на неделю ездили в саму Москву и там успешно себя проявили. Так что мы вот таких подготовленных, специалистов имеем уже 2. Это Асида Тамазовна, поздравляю. И вот такая группа изданий, они будут нам годиться. 2, там, Лаина, Черкесия. Пожалуйста, вручаю. С отчетом о деятельности хозяйственного отдела выступил заместитель директора по хозяйственной части Юрий Бжания. Он отметил необходимость соблюдения норм безопасности в здании библиотеки. Из-за света, из-за воды портится имущество. Чтобы вот этого не было, я прошу иметь в виду всегда, каждый день, каждый час, каждый сотрудник, начиная от охранника и библиотекаря и руководства, это мы отвечаем за сохранность. У нас в положении расписано, что не только заводдел, все мы имеем отношение к ценностям. Стоит отметить, что с этого года увеличена зарплата основным сотрудникам Национальной библиотеки. В прошлом году нашим достижением является то, что мы оплатили большие долги, задолженности нашей библиотеки, такие как водоканал, который у нас числится с 2013 года. Оплатили также систему, правда долг также висит небольшой, но старые счета мы закрыли. Также оплатили счета по Черноморэнерго за 2021-2022 года, там более 200 тысяч. В счете того, что нам министерство вовремя не датировало денежку, мы не смогли оплатить новые счета, и у нас образовалась задолженность в размере более 360 тысяч рублей, то есть за 2023 год.
На собрании был представлен календарь знаменательных дат Абхазии. Это ежегодное иллюстрированное издание, главная цель которого – предоставление читателям различной информации по истории, культуре, науке и искусству страны. После подведения итогов отчетного собрания работники Национальной библиотеки наметили план работы на этот год. Ульяна Рожкова, Алика Гухава, Абхазское телевидение. На официальном сайте Московского педагогического государственного университета открылась персональная онлайн-выставка рисунков «Портреты воинов», члена Союзов художников Абхазии и России Руслана Габлия. Данная онлайн-выставка является первым шагом в сотрудничестве между Министерством культуры Абхазии, Абхазским государственным университетом и художниками-преподавателями кафедры рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств МПГУ. Онлайн-выставка абхазского художника и преподавателя представлена в рамках проекта «Российско-абхазский арт-диалог». В Доме Москвы состоялась церемония награждения призера третьего международного шахматного турнира «Единый мир» Тристана Кварацхелия. В очередной раз подтвержден высокий уровень абхазской шахматной школы. Турнир «Единый мир» прошел 4 октября прошлого года в Сухуми в медиацентре МИД Абхазии. Состязание впервые было организовано в гибридном формате офлайн и онлайн одновременно. Это позволило значительно расширить географию участников. В турнире приняли участие 122 шахматиста из 16 государств – Абхазии, России, Южной Осетии, Ливана, Танзании, Турции, Аргентины, Иордании, Испании, Египта, Туниса, Катара, Японии, Алжира и Ирана. Абхазию представляли шахматисты Тристан Кварацхелия, Нестор Богателия, Сарида Лаквитава, Богдан Турков, Арман Тополян. Согласно турнирной таблице, Тристан Кварацхелия занял 3-е место. Турнир прошел при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта, Управления по делам молодежи и спорта, администрации города Сухумы и Федерации шахмат Абхазии. Поздравить молодого шахматиста пришли заместитель главы администрации Галского района Даур Кови, представители Госкомитета по делам молодежи и спорту, замруководителя Россотрудничества Константин Сарваниди. Чтобы поздравить Тристана, на прямую связь из Москвы вышел руководитель оргкомитета международного шахматного турнира «Единый мир» Дмитрий Ильин. Коллеги, поздравляю вас с тем, что у вас есть такой замечательный шахматист. Спасибо вам за организацию поздравления на высоком уровне. Уверен, нас ждут в дальнейшем плодотворные проекты. И то, что касается следующего шахматного турнира, он состоится в 20-х числах февраля. Точную дату мы с вами согласуем. Будет приурочен Дню защитника Отечества. Будет приурочен Дню защитника Отечества. И как мы всегда идем, у нас каждая конференция привносит какое-то усовершенствование, новшество. И у нас будет на этот раз такое нововведение, как конференция «Русская шахматная мысль». Соберутся ученые, которые занимаются данной проблематикой, и мы организуем трансляцию на шахматной аудитории, на шахматную не только. Это очень хорошая, как сказать, затея проводить вот такие онлайн-турниры, потому что нет такой возможности со всех стран приехать в одном месте собраться, а вот этот онлайн-формат дает возможность поиграть с лучшими шахматистами мира со всех стран. И вот мы довольно часто играем такие турниры, и сборная Абхазии довольно хорошо выступает. Занимала и первые места, и в тройку призеров входила. Тристан постоянный участник таких онлайн-турниров. И надеемся, что в будущем тоже будем проводить такие турниры для того, чтобы Абхазия выходила на такой международный уровень, и абхазских шахматистов знал весь мир. Абхазская федерация шахмат пригласила на этот турнир. Мы встретились в МИДе и сыграли этот турнир. Несомненно, было приятно выступать в этом турнире, так как 122 участника, международный турнир. И, как минимум, это большая честь для меня, для всех абхазских шахматистов принимать участие в таком колоссальном турнире. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 25 января, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +3, 8. Температура морской воды 10 градусов.
На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.